Всем привет, меня зовут Эрик, и вы смотрите специальный проект «Дети-герои». В каждом выпуске мы, не уставая, знакомим вас с настоящими героями нашего времени. Наш проект о детях, которые совершили настоящий подвиг, спасли жизнь человека, помогли расследованию, не остались равнодушными к чужой беде. Среди них есть и те, кто совершает подвиг каждый день, побеждая свою неизлечимую болезнь. Наши герои – герои не на словах. У всех есть медали, грамоты, а самое главное – любовь и признание близких. Герои, с которыми мы сегодня познакомимся, на первый взгляд обычные ребята, которых можно встретить в любой школе. Но это не так. Ильшат с Леной достойны того, чтобы их показывали по телевизору. Не верите? Тогда досмотрите нас до конца и убедитесь в этом сами. Ильшат Фастеев живет в селе Новобаскаково Куштаренковского района. Ему 16 лет, и он уже имеет полное право называться героем. Летом 2012 года Ильшат помог полиции поймать воров. Но эти воры совершали не в первый раз кражу уже. Видно было уже по лицу, что они уже отсидели до этого. Там их было трое, но я видел только одного. Короче, двое на воле остались, а одного посадили на 2 года. И он в этом году вышел досрочно. Елена Замалдинова живет в городе Бирск. Открытая и жизнерадостная девушка занимается пением, а в будущем хочет стать медсестрой, потом врачом и придумать вакцину против сахарного диабета. Елена мечтает навсегда избавиться от этой болезни. Перед тем, как кушаю, завтрак, обед, ужин, может быть, еще перекусы, там яблоко, и на все это надо делать укол. Сначала было непривычно, сейчас уже привыкла, все нормально. Если бы мы делали новости, то наш проект давно закончился бы. Основную информацию-то мы вам дали, но нет. У нас проект фундаментально-документальный. Что-то я какие-то заумные вещи начал говорить. Лучше давайте поближе познакомимся с нашим первым героем Ильшатом и до мельчайших подробностей узнаем, почему же именно его мы величаем героем. Возвращался с рыбалки поздно вечером, где-то втемнело уже, 11 часов где-то было. Я, на велике был. Дошел до дачи знакомого, вижу, кто-то там выходит, мужик такой длинный. Лет где-то 30, короткая стрижка, он вышел и побежал к машине. Сразу понял, что это воры, потому что до этого 2 дня назад я их видел, что там один заброшенный домик был. Они оттуда металлом взяли и погрузили в тележку и увезли. Это та самая дача, у которой оставили машину те воры. Я просто мимо проехал и запомнил машину. С детства у меня всегда хорошая зрительная память, и я хорошо запоминаю номера автомобилей. Там был номер АРШ-6459. Я сразу обратил на это внимание, что там 4 цифры, 2 знака всего, а должно быть все по 3. Да. Оказывается, это был номер прицепа. Рассказал об этом родителям, мы позвонили в полицию. В 2 часа ночи приехали они у меня, взяли эту показания, и к утру уже их поймали. Вот это тот самый дом, который ограбили в 2012 году. Дверь была гаража приоткрыта каким-то образом. Люди какие-то незнакомые вокруг дачи ходили. Хозяин этого дома хороший, добрый, он приезжает раз в неделю. Они украли с этой дачи примерно на 70 тысяч рублей. Вот вроде бы ничего особенного Ильшат не сделал. Просто помог поймать воров. Но эти воры ведь могли еще кучу других преступлений совершить. Умышленно было, они поздно вечером приехали, чтобы никто не видел, но у них там следы оставили, множество следов, отпечатки пальцев на окне остались много. У них были грязные руки. Хозяин дачи давно уже знал, с детства он уже давно тут живет,
Фаритовый дал мне 2000 в качестве вознаграждения, и на эти деньги я купил себе телефон. В сентябре в торжественной в линейке мне дали благодарность и наградили командирскими часами. У Ильшата хорошая память. Он точно запомнил цвет машины, номер прицепа, а самое главное, дал показания, не побоявшись того, что воры придут и будут мстить ему за то, что какой-то мальчик сдал их. Наша вторая героиня Лена тоже ничего не боится. Она не спасла жизнь человека, не помогла расследованию. Лена отличилась тем, что с достоинством приняла свою болезнь – сахарный диабет. В 9 лет я просто начала много пить, и я сильно уставала. Мне померили сахар. Сахар у меня очень был высокий, 22, а норма 5. На следующий день утром меня отправили в Уфу, в республиканскую больницу. И вот там уже мне инсулин, уже все, стала инсулинозависимой. Когда я лежала в больнице в первый раз, когда мне сказали, что эта болезнь неизлечимая, что я теперь инсулинозависимая, мне было страшно, мне было как-то не по себе, вот то, что это всегда теперь останется, что теперь я знала, что теперь все будет по-другому. Мне как-то было страшно, как же отреагируют мои знакомые, подруги. Вот. Ну, несмотря на это, я приехала, пришла в школу. Мне очень понравилось, что никто не обзывается, все очень хорошо ко мне относятся. К сожалению, сахарный диабет нельзя вылечить. Может возникнуть от стресса, от испуга, по наследству, там может быть у кого-то из родственников диабет. Если у кого-то и появилась эта болезнь, то это ничего страшного. Мы не отличаемся от здоровых детей ничем. Надо стараться меньше есть сладкого, жирного там, потому что это очень повышает сахар. Все можно, но только понемножку. Даже торты ем на день рождения, я все ем. Просто я делаю на это укол, свою дозу каждый раз. Вот вы, наверное, сидите и думаете, про какую дозу говорит Лена. И пока вы не начали думать о плохом, давайте послушаем про уколы, которые спасают ей жизнь. Сейчас я вам покажу свои аппараты, которыми я пользуюсь, от которых моя жизнь зависит. Вот у меня такая золотая сумочка есть. Это глюкометр. Это тест-полоски. Тест-полоски нам выдают в аптеке. Но мы еще покупаем свои деньги, так как нам этого не хватает. У меня вот такой глюкометр маленький, удобненький. Он сам просит кровь, капельку крови. Специальной ручкой, которой заправлена уже иголка, я прокалываю палец. Это совсем не больно. Выдавливаю немного крови, и через 5 секунд можно узнать, какой сахар. Сахар 14, к сожалению. Должен быть 5. Ну, это, наверное, из-за того, что из-за волнения немножко. Но ничего, мы сейчас это исправим. Вот это вот мой хумолог Квинтипен. Я открываю его, набираю дозу, сколько мне надо, и делаю укол. Вот. Этот укол я делаю перед едой или когда у меня сахар повышается. Вот сейчас у меня повысился сахар, видимо, из волнения или я не знаю. Вот. И я подколола единичку. Для меня этого достаточно. А вот это вот лантус. Его надо делать вечером в 10 часов. Даже если сахар хороший, чтобы не повышался. Потому что за всю ночь сахар может и упасть, и подняться. Я желаю, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы. Это самое важное. Все остальное придет, а здоровье за деньги ни за что не купишь. Золотые слова, Лена. Ни за какие деньги не купишь здоровье. Его надо беречь. Поэтому давайте будем соблюдать режим дня. Правильно питаться, заниматься спортом. Что-то я загнался советами. Давайте лучше узнаем, где учатся наши новые знакомые.
Село Новобаскаково, где живет Ильшат, находится в 60 километрах от Уфы. И мы были поражены тем, что юному герою приходится каждый день проходить 5 километров, чтобы попасть в школу. Она находится в соседнем селе Султанаево. Ах да, ему же еще обратно надо 5 километров идти, чтобы домой попасть. 10 километров в день пешком – это уже героизм. Учись я хорошо, ну, бывают иногда двойки, но у каждого они бывают. Там, тройки, четверки, там, ну, иногда до пятерки затягиваю. Хотят закрыть школу, хочу, чтобы его не закрывали. Султанаевскую школу в этом году закроют, так как оптимизация шагает по стране семимильными шагами. С нового учебного года каждому ребенку можно будет дать медаль за рвение получить знания. Ведь им нужно будет проезжать каждый день по 16 километров туда и обратно, чтобы получить среднее образование. Я не определился пока, я пока не знаю, кем я буду в будущей жизни. Ильшат пока еще не определился, кем он хочет стать в будущем. Одно он знает точно, что всегда будет помогать людям. Лена, в свою очередь, хочет стать медсестрой. Об этом мы вам уже говорили. И не собирается бросать свое любимое дело – пение. Я всегда стараюсь выступать, всегда стараюсь петь. Вот мне это очень нравится. Дарить тепло людям, смотреть, когда ты в зале, и ты видишь, что люди хлопают тебе, на их лице сразу появляется улыбка. Очень приятно. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Когда я выхожу на сцену, я всегда думаю, что мне нравится петь, и я вот от души пою. Наша передача подходит к концу, и мы просто обязаны спросить наших новых знакомых о чувстве героизма. Лена, Ильшат, а чувствуете ли вы себя героями? Нет, жизнь идет вперед, нельзя оглядываться назад. Надо ценить каждую минуту. Герой – это человек, который совершает героические поступки. У человека ограбили дом, ты видел этих воров и дал показания милиции, это можно назвать героическим поступком. Я считаю себя героем. Наконец-то хоть кто-то назвал себя героем. Ильшат с Леной молодцы. Ну а наш очередной выпуск специального проекта «Дети-герои» подошел к концу. Пора прощаться. Завтра мы также познакомим вас с детьми, которым с уверенностью можно сказать: «Ты настоящий герой».